Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске расскажем о отшельнике, живущем посреди дикой якутской тайги в самодельной избушке, о тестово построенном соломенном доме и как он ведет себя при наших низких температурах. Будут новости из мира якутского кино, события из культуры и даже спорта. Начнем. По всей республике уже не первый день стоят лютые морозы. Даже в частных, благоустроенных домах стало прохладно. Ну а как живет человек в глубинке леса в небольшой избушке с окнами из целлофана? Наши коллеги из Сунтарского района погостили у Самуила. В глубинке леса стоит жилая избушка. В ней слышен треск дров в печи, а на нем готовится обед. По всей стене вывешены журналы, и не просто так. Задач у них много. Помимо чтения, они украшают дом и держат внутри тепло. Вы не поверите, но хозяину 65 лет. Его зовут Самуил. Переехал он сюда 20 лет назад. До этого с двумя братьями жили в местности Уилигер. Потом здесь построили новый дом втроем. Но братьев не стало, поэтому живу один. Бордонский наслег отсюда в 2 километрах. Зимой дорога пешком занимает 5 часов. Покупает продукты в деревне и изредка навещает старых друзей. Благодаря их поддержке здесь и живет. Пенсии и других доходов у него нет. Охотится на зайцев и изготавливает из ёрников веники. И этим обменивается на еду. Делаю хлеб, если муки мало, то оладьи. А на Новый год приготовил оладьи и пирожки. Самуил не любит сидеть без дела. С восходом солнца начинает свою повседневную работу. Традиционным методом готовит дрова для топки печи. Хорошо, что рядом много сухостоя. С близлежащего озера пользуется льдом. Бывает, утром просыпаюсь, волосы покрываются инеем. Холодно, постоянно топлю и днем, и ночью. Окна из целлофана. Конечно, если поменять окна, то сразу потеплеет, а сам дом хорошо построен. Ему здесь не скучно. Больше всего нравится слушать радио Саха. Также не дают скучать старый баян и 2 верных друга. Когда поет, собаки ему подпевают. Пенсии у меня пока нет. Возможно, когда буду получать попозже в старости, думаю, перееду обратно в деревню. Но тем не менее лесная и отдаленная жизнь Самуилу нравится. Сам по себе. Жизнерадостный и общительный. От подарков съемочной группы и друзей очень обрадовался. Благодарит за поддержку и говорит, что хорошо перезимует. Светлана Амосова, Ольга Захарова, Радомир Сергеев, Сунтарский район. В Амгинском районе в селе Покровка 3-ю зиму тестирует дом из соломы. Такой дом из необычного материала построил житель села Михаил Александров. После изучения существующих технологий изготовления соломенных панелей в европейских странах и на юге России Александровы занялись собственным производством, но с учетом экстремальных температур нашего региона и построили тестовый дом. Испытания соломенных блоков проводили в лаборатории СВФУ. Зимовка в этом доме вот уже 3-й год проходит успешно. При минус 60-градусных морозах температура в доме держится в пределах 20-23 градусов. В этом году научно-исследовательские работы закончатся, и на базе технопарка планируется презентация соломенного дома. По итогам эксперимента планируют поставить на поток строительство домов из такого материала. Во-первых, очень комфортно. Просто ощущаю себя как в очень прочном каменном доме. Во-первых, и во-вторых, вот когда мы все вот эти все узлы, все параметры все обследуем, выберем подходящие, мы уже почти все закончили. Подходящие утеплители по узлам, сами узлы как делать, как монтировать. И он значительно теплее, чем брусовый, традиционный наш брусовый дом будет. Ну и опять-таки еще добавлю, что он комфортнее будет. В
центральных районах Якутии сейчас морозы под минус 60 градусов. Холоднее всего в Бердигистяхе и Покровске. Сильные морозы сохраняются на большей части Якутии. Холоднее всего, еще раз повторюсь, в Бердигистяхе горного района и Покровке Хангаларского района, где столбик термометра опустился до минус 58 градусов. По прогнозу синоптиков, в столице в среду ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Напомним, спад холодов ожидается в конце недели. На большей части республики ожидается ветреная погода с небольшим снегом. Перейдем к новостям из мира якутского кино. В Москве состоялась премьера фильма «Молодость» якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Лента рассказывает о 40-летнем Васе, который спустя 20 лет скитаний возвращается в родную деревню. Его главное намерение – наверстать упущенное. Но такое спонтанное появление друзьям детства не по нраву. На первый взгляд легкая комедия раскрывается зрителям как глубокая драма, где смысл картины – не терять время. В фильме использована музыка группы «Харды», которая и вдохновила режиссера на создание этой истории. Картину снимали в Амге 2 года назад, даже когда температура воздуха опускалась до минус 62 градусов. С 19 января фильм выйдет в широкий прокат. Под впечатлениями до сих пор. Действительно было интересно смотреть, была полная погруженность. Понравилась некая искренность артистов. В хорошем смысле это восхищает. Комедия, чем печальная история, потому что фильм про жизнь, в общем. Я видел в этом фильме обычных людей, обычную жизнь, которую повседневно вижу в Якутии и тут. Вначале, да, там будут смеяться, как-то веселиться, но потом в конце, я надеюсь, что они уловят вообще смысл и глубинный смысл фильма. Будут премьерные показы в Петербурге, в Новосибирске, в Екатеринбурге и там в других городах. И вот с 19 января у нас по всей России будет прокат. Буквально на следующей неделе у нас будет скандинавская премьера Финляндии, дальше у нас Турция. Якутский фильм «Не храните меня без Ивана» выходит в широкий прокат. С 26 января картину покажут в кинотеатрах крупных городов страны. Прокатом занимается московская компания Reflection Films. На сегодняшний день заявлено 12 городов. Но кинематографисты ведут переговоры по расширению прокатной сети. Режиссер фильма Любовь Борисова вылетит на премьеру в Москву и встретится со зрителями. Отметим, что фильм уже был показан в Москве на фестивале «Зимний» и получил гран-при конкурса. Есть специальные призы и других киносмотров. А совсем скоро режиссер должна вылететь в город Мумбаи в Индии на крупный международный кинофестиваль. Мы очень волнуемся, потому что выходит уже более широкие просторы наш фильм. И вообще, на самом деле, задача не сколько получать призы, а в том, чтобы показать свою культуру, свой народ, вообще якутское кино в целом, какое оно сейчас у нас на взлете находится. Потому что эта картина достойна внимания не только наших зрителей, российских зрителей, но и международного сообщества зрителей, скажем так, да? В той части, где будет якутская речь, конечно, будут идти русские субтитры. Мы специально не будем дублировать этот фильм, потому что он в оригинале звучит, воспринимается намного лучше. Амгинский дом народного творчества имени Федота Потапова поставил музыкальный спектакль на якутском языке по мотивам кинофильма «Девчата». В ролях в лирической комедии, полной юмора, танцев и музыки выступили участники художественной самодеятельности села Амга. Режиссер-постановщик спектакля Степанида Пестерова-Антонова. Премьера состоялась к открытию 93-го творческого сезона осенью прошлого года. И вот уже 3-й раз по многочисленным просьбам зрителей спектакль показали снова, и он собрал полный зал. Ну а в ближайшие дни коллектив покажет спектакль для жителей Якутска на сцене Дома дружбы народов имени Кулаковского. Мы получили очень много положительных отзывов. Многие зрители все-таки не смогли попасть на этот спектакль, и мы 14 января поставили его в 3-й раз. Также готовим для наших земляков, которые проживают в городе Якутске, наш спектакль, который состоится 21 января в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Каждую неделю с 21 декабря по 19 января по средам в телеграм-канале «Кындыкан» разыгрывали подарки. Победители определяли путем рандома. Более 200 подарков на общую сумму 450 тысяч рублей, из которых главные призы – ювелирные украшения и сертификаты номиналом 50 тысяч рублей. Знаете ли вы, чем может быть полезно искусство?
И речь не о том, чтобы делать жизнь ярче, а чувство прекрасного тоньше. Активисты творческого объединения «Кындыкан» придумали, как объединить художников, предпринимателей и гражданских активистов. Так родилась идея социального проекта «100 картин для медицинских учреждений Якутии». Акция началась в марте этого года, она была приурочена к столетию ЯССР и также Году здоровья и Году матери. Конечно же, мы помним события прошлых лет, и мы понимаем, что эти несколько лет наши герои и врачи очень усиленно трудились, работают до сих пор, чтобы наше общество в целом было более благополучным, чтобы мы не болели, чтобы наши родные не болели. Поэтому мы хотим, чтобы эти яркие, действительно интересные, очень-очень особенные картины, они очищали воздух в больницах и украшали стены. Когда видишь картины проекта, поражаешься, насколько по-разному художники могут передавать свое отношение к заданной теме, как богат и разнообразен язык изобразительного искусства. Искусство призывает людей увидеть культуру малочисленного народа Севера. То вот это дело, Кындыкан, она возрождает совсем другое отношение к этому древнему миру на самом деле. Для того, чтобы как можно больше людей присоединилось к акции, превратив ее в по-настоящему народное движение, было решено провести розыгрыш ценных призов, для чего активисты Кындыкан обратились за поддержкой к успешным и социально активным компаниям. Учитывая фактор, что картины будут нарисованы с использованием специальных красок, потом подарены медицинским учреждениям, тем самым мы выражаем благодарность нашим врачам за заботу о нашем здоровье. Ну а сейчас о спортивных событиях. Около 3000 спортсменов могут принять участие в международных спортивных играх «Дети Азии» в 2024 году в Якутске. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил в эфире программы «Прямой разговор». Игры «Дети Азии» в Якутске состоятся с 25 июня по 7 июля следующего года. Обычно они проходили чуть позже, но в этот раз Олимпийский совет Азии попросил в связи с проведением Олимпийских игр в Париже и их сроками чуть пораньше провести детские международные игры. Ожидается участие порядка 3000 спортсменов из многих стран мира. Ну что ж, а на этом я с вами прощаюсь. Встретимся завтра в 17 часов в эфире программы News on Air.